Лет делали уже более 100 логотипов и около 40 фирменных стилей. В целом для 6 человек это очень хороший показатель. Особенно приятно видеть в зале людей, наших заказчиков, с кем мы уже работали. Вот мы занимались разработкой идентики для приложения Сахалы. В том числе недавно совсем, буквально на днях, создали логотип фирменный стиль для выставки ФМЮ. Вот Татьяна тоже в зале очень приятно отработали заказ. Вот. Ничего практически не видно. Можно следующий слайд, пожалуйста? Вот. Ну и, как я сказала, наша студия единственная занимается в городе разработкой фирменных шрифтов, и все началось с разработки логотипа для аэропорта Якутск. Можно следующий слайд. Кроме того, что мы сделали сам логотип и разработали идентику, мы впервые сделали фирменный шрифт. Можно следующий слайд. Может быть, кто-то уже, наверняка многие были в аэропорту, видели стеклянную галерею, когда прилетаешь, проходишь весь этот длинный пролет. В багажном отделении тоже эти наклейки на стеклах присутствуют. Это фирменный шрифт, который называется Юмский, соответственно, в честь Платона Алексеевича. И он выглядит очень орнаментально, потому что он непосредственно вдохновлен орнаментальным искусством якутов. И, возможно, многие подумают, что его практически невозможно читать, но в целом на это и был расчет, потому что это шрифт акцидентный, он очень необычный, его сложно прочитать с первого раза, но как только ты начинаешь чуть-чуть вчитываться, то ты уже не можешь не прочитать. И в целом, почему, например, вот моя деятельность, она непосредственно связана с шрифтами, наверное, это моя личная боль, потому что я тот самый русскоязычный саха, который, к сожалению, асфальтовый, да, который, к сожалению, не говорит по-якутски. Я не очень немного понимаю, но не могу говорить, если говорю, то всегда с акцентом. И вот это вот моя личная боль, которую я перебарываю все время. Я немного занималась изучением, но не так глубоко, наверное, как нужно. Вот, но с помощью работы и с помощью визуальных решений каких-то, то вот эту боль как-то компенсирую, этот комплекс закрываю. Можно следующий слайд. Ну вот это та стеклянная галерея, про которую мы говорим. Можно дальше. Сейчас шрифт активно используется, и это очень здорово, потому что вот он, например, применился на мурале гостиницы «Лайнер». В целом очень приятно видеть, что такое смелое решение, оно уже спустя, прошло 5 лет, оно как-то дорабатывается, прорабатывается или перерабатывается. Это очень приятно. Можно дальше. Вот. Также хочу рассказать про фирменный шрифт для городских табличек, который мы сделали в прошлом году, даже в позапрошлом 22-м. Можно дальше. Шрифт вдохновленный советскими старыми табличками эмалированными. Кроме того, что это репродукция вот того самого шрифта, он также переработан с национальной идентикой. Это основа была взята из Сергея. Можно дальше. И шрифт должен был использоваться вот в конкретно вот таком виде, но, может быть, кто-то уже видел, на улице Аюнского уже стали менять эти таблички, их немножко переработали в том числе якутским. Но мы, конечно, хотели бы принять участие в редакции, но, к сожалению, это вот реализовали уже проект без нас, без нашего участия, но этим же шрифтом также городские таблички навигационные, которые в самом центре стоят по проспекту, где указаны направления к основным достопримечательностям, он тоже там используется. Тоже была классная проделана работа, можно дальше. Это вот полный знаковый состав, заглавные буквы строчные, они доработаны с национальным колоритом, а основной знаковый состав, он уже просто имеет такую простую форму. Можно дальше. Ну вот это пример того, как должно было это использоваться. Давайте дальше посмотрим. И хочу остановиться на логотипе группы компании «Утоп», с которой мы работали в прошлом году. Можно дальше. И кроме того, что мы сделали логотип, мы сделали также фирменный шрифт. Но он не совсем простой, он тоже достаточно сложный для чтения. Это не просто шрифт, это шрифт-паттерн. Каждая буква, она переработана со своим смыслом, со своим национальным каким-то узором. Можно дальше. И когда мы складываем, пишем какое-то сообщение, например, или просто повторяем какие-то символы, то это превращается в национальный орнамент, похожий на то, как украшали, допустим, чароны. Вот. При этом мы можем все равно какие-то слова набирать текстом, и это будет тоже считываться. В целом, как в истории с аэропортом, читаем не сразу понятно, но как только ты начинаешь вчитываться, то ты уже понимаешь, о чем идет речь.
Давайте дальше. Ну и вот, например, остановимся подробнее на шрифте Новгородова, который в последнее время стал очень сильно актуален. Мы сделали репродукцию шрифта из букваря 1929 года и стали ее активно внедрять и использовать. Давайте дальше. Ну, здесь полный знаковый состав указан, но его тоже, к сожалению, очень плохо видно. Давайте дальше, там будут фотографии. И мы выпустили в прошлом году свой мерч, который презентовали буквально только что. Вот это, кроме того, что это набор открыток, в наборе всего 9 открыток. Каждая открытка, она со своей уникальной пословицей, и эта пословица дополнена какой-то активной иллюстрацией, непосредственно символизирующей смысл. И на каждой открытке обязательно есть перевод на русский язык, и кроме этого еще есть QR-код. Если навести на QR-код, то открытка оживает, и там анимация на сайте. Давайте дальше посмотрим. И мы также сделали мерч, кроме мерча это футболки, например. В целом у меня тема выступления была о том, что как популяризовать изучение родного языка и культуры через какие-то современные дизайнерские решения. Но вот это одни из них, кроме того, что набор открыток активно интересовались, его используют. Футболки, например, были выполнены в стилистике якутской графики. Вот это черно-белая линогравюра и история вообще в целом этой серии, что это 3 мира. Белая футболка символизирует верхний мир, бежевая — срединный мир и черная футболка — нижний мир. У них одинаковая иллюстрация сзади и спереди разные вышивки, символизирующие, соответственно, тот мир, о котором идет речь. Можно дальше. Ну и это вызвало большой отклик среди людей, среди молодежи, потому что молодежь стала активно интересоваться этим, приобретать. Многие покупали для своих друзей, кто приехал, например, то есть для приезжих это очень интересно было, но больше всего радовало, что это местные сами заинтересовались и стали активнее этим интересоваться. Можно дальше. Ну и вот буквально недавно совсем мы выложили новый, как сейчас говорят, дроп. Это эмалированные значки из серии «Родная земля». Это самые простые образы родной земли. Это лошадь, это птица и это чуран, который стоит на столе, куда идет смысл. Опять же, это про популяризацию символов, про популяризацию культуры, которую мы продвигаем, несем дальше в мир, можно дальше. Ну и значки можно носить абсолютно в разных форматах. Это такие небольшие простые решения, которые в долгосрочной перспективе могут какую-то роль, хоть и небольшую, но сыграть, поэтому вот мы своими дизайнерскими силами, чем можем помочь, тем мы стараемся, собственно, помочь. Вот, большое спасибо за внимание.